21 ҳодисаи деринтизор хотирмону шавқангез баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем 11 декабр соати 16 кохи суруш шарики кул орион бонд шарики расмӣ мармари тарона мюзик эворд тантанаи ҳунар. Друзья, вы слушаете радио Азия Плюс. Это третий час утреннего камбэк-шоу. С вами Бахан Азербаев, Дарья Христолюбова. Время в столице 9:07, и работа за эфиром на самом деле кипит. Почему? Потому что мы готовимся к долгожданной музыкальной премии Тарона Music Award. Активно мы вам представляем песни-номинанты в наших социальных сетях, ну а в гости на эфир приглашаем, естественно, исполнителей тех самых, которые 11 декабря в концертном зале Кохи Суруш выступят для вас. И сегодня у нас в гостях популярная поп-исполнительница в Таджикистане, обворожительная Мино. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Добро пожаловать. Во-первых, да, добро пожаловать, потому что ты у нас впервые в утреннем шоу. Да, впервые. Сложно просыпаться по утрам. Немножко. Но, непривычно. Да. Во-вторых, поздравляем тебя с номинацией на эту музыкальную премию. Спасибо, мне очень приятно. Очень активную творческую жизнь на самом деле ведешь. Сколько было примерно песен выпущено за последние 2 года, Мино? За последние 2 года, где-то 5-6. Не так много. А почему? С чем связано вот эти вот? Скорее всего, из-за карантина, может быть. Угу. Из-за карантина. Из-за того, что не было мы не могли ни клипы снять, да, возможности, потом не было нигде выступлений наших. Вот смотри, про клипы вот ты сейчас упомянула. Насколько это важно выпускать песню и тут же снимать на нее клип? Или это не обязательно? Нет, это обязательно. Почему? Чтобы слушатели видели этот что клип, происходит. что происходит. Мы же там как бы показываем историю песни. Ага. А некоторые наши слушатели, они не слушают, что ты поешь. Ага. Они просто под ритм, да. Это то же самое, что смотреть книжку и искать картинки. Да. Да, иллюстрации они периодически рулят, ну а видеоряд он на самом деле заманивает. Да. То есть дополнительный такой бонус. Мино, кто ты по жизни? Потому что, смотри, мы знаем, что ты сначала занималась танцами, занималась музыкой, потом была учеба на звукорежиссера, как мы уже выяснили, еще и юридический факультет. На юриста пока что учусь, да. Я творческая личность. Ну а в приоритете все-таки что? Я не думаю, что мое творчество будет продолжаться очень долго. Почему? Потому что, как мне кажется, это не мое. Я знаю, что у меня есть талант. Я стала певицей не по своей воле. А по чьей? Кто заставил? Мама. Ну, подожди, Мино, у тебя же хорошо получается. У меня хорошо получается, я не отрицаю. Но с детства у меня не было такого, что я буду певица или да. Ну вот смотри, очень многие люди, когда к нам приходят музыканты, да, они говорят, что нас изначально родители из-под палки заставляли там ходить на класс гитары, на класс пианино, да. Но потом со временем, когда мы выросли, мы поняли, что это прям вот наше. Я еще не поняла, что это мое, я просто привыкла к этому. Ну это же здорово, я имею в виду, тебе, во-первых, ладно, окей, тебе не совсем нравится, но это, как я понимаю, хорошие доходы, да, то есть, да. Как можно от этого отказаться? Нет, я пока что я не отказываюсь, пока у меня есть возможность, пока я молодая, я буду петь. Я буду продолжать свое творчество, но в дальнейшем я думаю, что я все-таки... Ты будешь юристом? Да. Поющим и танцующим юристом. Ты же понимаешь, да, что когда ты устроишься в какую-то серьезную юридическую компанию, на любом корпоративе тебе будут говорить: Мино, на сцену, пожалуйста. Для своих я спою. Так, смотри, у тебя номинированы 3 песни: «Мастам», «Лапхандиту» и «Аджаб Нагмагари». Так, какая вот из этих песен тебе лично нравится больше всего? «Мастам». Почему? Потому что она пока что новая. Я ее последняя выпустила. Все, что новое. Она еще мне не поднадоела. А с кем обычно работаешь? Кто пишет тексты песен, музыку, аранжировку? Орзу Исоев. Аранжировку разные люди делают. Иногда покупаем с Узбекистана, иногда наши делают. А в основном текст мне пишет Орзу Исоев. А музыку кто пишет? Музыку мама иногда сочиняет, да. А ты сама на каком-то инструменте играешь? На фортепиано. И у тебя сама иногда делаешь, наверное, там аранжировки какие-то? Не аранжировки, вернее, музыку. Мы с мамой сочиняем, да. А мама музыкант? Нет, она просто любитель.
Она все-таки решила свои, видимо, амбиции передать дочери. Давай, у меня вот в свое время не получилось. Да, именно так и произошло, да. Итак, друзья, напоминаю, что у нас в гостях Мино. Сегодня мы говорим о ее творчестве, вообще, в принципе, о Мино в целом, как о личности. Мы, естественно, тоже говорим. Если у вас есть вопросы к нашей гости, вы можете адресовать их нам на Viber 28-40107. И мы, вот Мино упомянула о том, что прошлый год, этот год был достаточно сложным, да, в плане выступлений, потому что, карантин и вот эти прочие неприятные моменты. Но наверняка до этого всего были и концерты, и разъезды. По-моему, мы слышали, что ты даже в Австралии выступала. Ездила с командой. С командой. Да. И ребята, которые были с тобой в команде, они были от тебя просто в восторге, потому что ты им там всем завтраки готовила. Какая хозяйственная, говорит. Да, но вот все-таки я хотел спросить, во-первых, как ты попала в Австралию? Они вышли на связь с моей мамой. А это были наши таджикистанцы, которые уехали в Австралию, или это австралийцы? Нет, это были афганцы. Ага, понятно. У вас там был концерт? Да. А что за концерт? Большой? Наврузи. На Навруз. На Это, Навруз, получается, в каком году было? Это было 3 года тому назад, 2-3 года. 2018-2019, да? Хорошо, но вот все-таки из многих вот этих концертов, разъездов, какой из концертов тебе запомнился больше всего и почему? Ну, мне больше всего понравилось именно в Австралии. Видимо, может, из-за того, что это было слишком далеко от нас. А в Таджикистане? В Таджикистане? Нет, тут я обожаю наши концерты. Самая большая аудитория, которая приходила на твой сольный концерт? Сольный концерт у меня в Душанбе еще он не состоялся. Все впереди. Все впереди, да. В Худжанде. Сколько было людей? Я не знаю, но зал был полный. Мы там на стадионе давали концерт. Ого. Есть, да. А было почему? очень много народу. А почему в Таджикистане? В Душанбе еще не было концерта? Не знаю, что... Ну, в планах есть. В Плана планах не есть. до этого, да. Мино, а райдер у тебя уже жесткий, достаточно серьезный? Требовательная, нет? Требовательный, да. И мама, наверное, еще тоже требовательная. Мама больше всех. Мама больше всех, да. А есть какие-то ситуации, когда вот тебе предлагают где-то выступить, но ты говоришь нет, потому что? То есть вот что может стать причиной твоего отказа? Бывает. Иногда гонорар. Гонорары, да. А еще есть Гонорары. какие-то ситуации? Это если, например, если где-то за границей, то есть такие предложения, что мы, например, тебя будем звать, то ты приедешь сюда одна. Без сопровождения? Без сопровождения, да. И в таких случаях отказываюсь. А почему так просят? Ну, видимо, оплатить дорогу там. Да. Да. То есть дорого Всё, получается. Да, из-за этого. Бывают такие моменты. Интересно. Я вот все-таки к райдеру хотел еще вернуться. Есть ли какой-то такой необычный пункт? Я просто сейчас объясню, что я имею в виду. Группа... ММДМсики будешь вспоминать? Да, про ММДМсы. Одна группа, я не помню название группы, когда они присылали технический райдер на какой-то концерт, они писали, что должна быть баночка коричневых ММДМсов. То есть все остальные цвета убрать, но только оставить коричневый. Когда они приезжали на место проведения концерта, и если они не находили вот эту коробочку, то есть они понимали, что райдер не выполнен полностью. То есть люди не читали. И уходили. Они разворачивались и уходили. Либо их техники начинали там вставлять. Есть ли у тебя что-то такое необычное? Капризы Такого какие-то. пока нет, таких капризов у меня пока что нет. Когда будет? Когда нам ждать райдер какой-нибудь необычный? Я подумаю об этом. Хорошо, Вы переформулирую. мне дали мне хорошую идею. Переформулирую. Когда ты уже словишь звездочку и заболеешь звездной болезнью? Нет, я не собираюсь. Почему? Нет, не хочу. Ну Зачем? вот мне почему-то кажется, что это неотъемлемая часть любого человека, который занимается творчеством. Как ни крути, в любом случае наступает момент, когда, может быть, ты не до конца осознаешь, что это звездная болезнь, да, но ты в любом случае меняешься. Ну, вот Не видите, замечала за собой? Нет, и ни я, ни мои люди, которые рядом со мной, мое окружение даже это не замечают. Ну, вот это, скорее всего, видимо, из-за того, что у меня вот внутри нет того, что я бы хотела стать звездой, я звезда. Вот этого у меня внутри нет. Вот это вот правда для меня непонятно. Я бы на твоем месте вообще бы крушил бы все. Вы все, я звезда, ну-ка на колени передо мной. Когда люди подходят, говорят, можно автограф или можно сфотографироваться, легко идешь на контакт? Да, конечно. А когда, допустим, сообщения фанаты пишут в социальных сетях, все комментарии читаешь? Читаю. Отвечаешь? Нет,
Не все, не все. По возможности. Негативные абсолютно не читаю. Удаляешь их? Нет. Когда как, нет. Когда как? Пусть остаются для массы. А как вообще к критике относишься? Спокойно. Я же вот с детства как танцевала, у нас же как тут? Все равно критика, она есть. Негативно где-то что-то, да, воспринималось? Да. Ну, И тебя так же... как я с детства уже я привыкла к негативу, к критике, я уже к этому привыкла и отношусь к этому спокойно. То есть есть какой-то внутренний блок, когда ты говоришь, мне не важно ваше мнение, или как это вот ты перебарываешь? Это я просто слушаю и, не отвечаю. В смысле, в одно ухо залезла, в другое вылезла. Как удобно, потому что некоторые начинают зацикливаться, переживать. У меня мама больше переживает, чем за я. двоих, да. Смотри, Мину, тебя, правда, очень часто критикуют, да, из-за твоего внешнего вида, то есть Да. твоих нарядов, в которых ты выходишь на концерты. Вот в Это моих эти... танцев. И да, в эти моменты, когда вот приходит жесткая критика, не думаешь, может быть, правда, стоит одеваться по-другому, или, может быть, отказаться от танцев таких на сцене? И иногда задумываюсь об этом. Но у меня, знаете, один раз я вышла на сцену в национальном. Я не отрицаю, я обожаю национальные наши костюмы, наряды. Я вышла в национальном костюме, я спела, и мне... Не грубо восприняли? говоря, не Не восприняли. Не то что-то, да? Потому было? что... Эту песню никто не стал слушать просто. Я не знаю, почему. Потому что И есть, вот наверное, прочные подумала- ассоциации, да, уже какие-то? Да, народ же уже привык меня в таком образе видеть. Все равно я думаю, что народ, как бы они меня не критиковали, если я оденусь полностью закрыто, они меня просто слушать не будут. Им не интересно на меня так смотреть. Я так думаю. А изначально это был какой-то протест? Или Нет. как? Это просто тебе нравится, и ты одеваешься да. так, ведешь себя на сцене Да. так. Мама рекомендовала или сама решила вот такой Но вот мы с образ? мамой, это было обоюдное желание. А когда юристом станешь, наряды Не, я- поменяются? Ну, просто было бы очень интересно увидеть такого всё равно, я экстравагантного юриста. думаю, что это с возрастом. Пока молодая, мне кажется, что мне пока что это все идет. Да. Смотри, пока Как мало- выйду замуж, например, там, я уже буду одеваться скромнее. По-любому. Вот, об этом, кстати, мы тоже поговорим, затронем обязательно эту тему, потому что многих волнует этот вопрос, причем мы заранее спрашивали, задавали вопросы, и все как один спрашивали, когда Мино выйдет замуж, кто же этот интересный человек. Об этом Все поговорим чуть подробности позже. личной жизни, Да, мы будут. любим такие, знаешь, косточки попрививать, мы такие желтушные, чуть-чуть по утрам иногда. Друзья, если у вас есть вопросы к нашей гости, напоминаю, что у нас в гостях Мино сегодня, вы можете адресовать их нам на Viber 28-40107. Мы сейчас прервемся на несколько минут, далеко не уходите, потому что дальше будет еще интереснее. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Плюс.
Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آسیا پلوس. Вот так вот. У меня прям дабл стерео в наушниках сейчас. Бурные овации. Великолепное Мино прямо сейчас свою песню спела. Называется она «Мостам». Это одна из песен номинантов на нашу премию Торона Music Award. О чем песня, Мино? Ну, понятно по названию. Но все же, о чем ты там поешь? Песня, вот первый куплет, он написан поэтому Умар Хайям. Это стихи Умара Хайяма. А дальше мы с мамой немножко добавили, переделали уже. Дофантазировали. Дофантазировали, да. С мамой посидели. Да, дофантазировали. И суть, ну, про вино. Про вино. Да. То есть все, что любил Омар Хайям. Да. Отлично. Друзья, напоминаем, что у нас в гостях сегодня певица Мино, которая является номинантом на премию Торона Music Award. Концерт пройдет уже 11 числа, поэтому обязательно приходите, сможете увидеть, насладиться красотой этой прекрасной девушки, насладиться ее творчеством. И одна из песен, одна из 3, которые были выпущены за последние 2 года, она будет, скажем так, победит, станет обладателем интересной статуэточки. Именно так. Ну вот смотри, Мино, где-то вы берете, допустим, Рубаи Хайяма, где-то фантазируете с мамой. В большинстве своем Орзу Исоев пишет тексты. Да. А бывало так, что вот Орзу приносит текст, ты говоришь, нет, ну это не совсем мое, мне нужен какой-то другой посыл. Такого у нас не было, так как мы с Орзу Исоевым постоянно мы сидим вместе. И когда он пишет, если мне какие-то слова там не нравятся, я тут же говорю. Ну, получается, что мы это все вместе сидим. Он придумывает, он пишет, и я смотрю, что мне не нравится, я могу там, пожалуйста, переделайте. А такого нет, чтобы я ему дала, например, музыку, чтобы он написал, а потом я послушала. Так как я бываю, я с ним рядом сижу, получается, что я уже это контролирую. Да. То есть самое непосредственное участие принимаешь в написании именно текстов. Отлично. А на какую тематику в основном у тебя песня?
Любовь. Куда же без нее? Даже без неё, да. Мино, смотри, давай все-таки вернемся еще к твоему эпатажному стилю, да, когда ты выходишь на сцену, у тебя достаточно такая европейская, иногда откровенная одежда, но музыка, она чаще все-таки национальная, да, и мотивы, и тексты. Не было никогда желания попробовать что-то в европейском, может быть, вообще в западном стиле какую-то песню сделать? Было, только я думаю, что у нас тут слушать не будут просто. Почему ты так думаешь? Потому что были песни, я выпускала на английском, я выпустила. Не зашла. Не зашло, нет. А если Печально. продвигать на каких-то других площадках, чтобы слушали не только, Там допустим, Apple наши, Music, да. Spotify, например, какие-нибудь. То есть, чтобы, Было. вот, правда, вот слушали где-нибудь за рубежом. Ну, сначала я думала, должны меня слушать тут, чтобы потом. Все для своих, Да, для родных. своих. Хочу для родных, я хочу. Мино всегда такая спокойная. Какой бы мы вопрос ни задали, она так задумается, ответит. Такое ощущение, что вот человек вообще абсолютно не конфликтный. Или Нет, бывают нет. какие-то ситуации? Бывают, конечно, бывают, но очень редко. Что крайне может редко. тебя вывести из себя? Я даже не знаю. У меня это очень редко просто бывает. С нашими звездами не ссоришься, вот с местными? Не. Кто из них больше всего тебе нравится? Вот с кем бы ты, допустим, может, хотелось дуэтом бы спеть, или, может быть, сказал, мне нравится его или ее творчество. Мне все нравятся. А больше всего кто? Может, Из, из новых, кто появился, может быть, из тех, кто был раньше, давно Из уже. девушек или из... Неважно. Но мне творчество Джонни Бейка нравится. Мерин Горюстам нравится. Хайрдин Шариф мне нравится очень. Вот его творчество тоже. Потом еще кто у нас из девчонок? Шабнам. А кто отстой? И отстой я не скажу. А все-таки знаю. Вы хотите меня поссорить с кем-то. Вот она будет первая конфликтная ситуация, когда кто-то выйдет из себя. Хорошо, а была какая-то идея вот с кем-то, правда, тандем создать? Может быть, на 1-2 трека? Мы с Шаруф Шакари пели. У нас был дуэт с ним. Это когда было? Это когда, сейчас я вам скажу, в 2014 году. Мы 2 песни выпустили, 2 трека. И он почему-то больше перестал петь. Ты сломала его карьеру. Теперь поэтому никто не хочет с тобой да, в дуэте выступать. Может быть. Это плохой знак. У нас есть в Вайбере сообщение, я все равно должен его зачитать, потому Да, что от Зарины. Доброе утро. Честно говоря, думала, что Мино немного легкомысленная, ветреная девчонка, такая пацанка. Но хорошо, что обозналась. Удачи вам, Мино. Спасибо, мне очень приятно, что вы опознали. То есть вроде как и так, и так, выпуск. и так. А бывали еще от кого-то подобные признания? Вот пока я тебя лично не знал, я думал, что ты совсем Постоянно. другая. Постоянно. Ну, такой постоянно, пока вот и девчонки, и парни, с кем бы я ни познакомилась, они мне говорят, когда мы тебя видим на сцене, мы думаем, что ты сейчас придешь, такая пацанка, вся такая На понтах. понтах. на понтах, сейчас зайдешь, ты такая высокомерная, ни с кем здороваться даже не станешь. А когда со мной знакомятся, оказывается, я вообще совсем другой человек. Мы подтверждаем, потому что сегодня мы лично с тобой никогда не были знакомы, к нашему великому сожалению, да. Но вот сегодня мы это сделали, мы познакомились и подтверждаем, что Мино очень спокойный, скромный человек. Так что вот эти вот стереотипы, может быть, мнения, которые они гуляют, это все полная чушь, друзья. Да, потому что мне всегда говорят, что на сцене ты выглядишь, грубо говоря, как стерва, а в жизни я всем говорю, что я милашка. Я в жизни милашка. Ну, мне Здесь кажется, один образ, да, такое амплуа, здесь совершенно Да. другой. мне кажется, нужно с Урзу Исоевым поговорить, чтобы он написал текст какой-нибудь такой, типа, Про это. я на сцене вроде как пацанка, но на самом деле я классная, милая, пушистая. Да. Кто не верит, подойдите сюда, я врежу. Если не я, то есть мама, да? Мино, в одном из своих постов в Инстаграме ты писала о том, что для того, чтобы в жизни были чудеса, надо в них верить. Да. Сама веришь в чудеса? Конечно, да. А как ты думаешь, твой успех – это правда? Это какое-то волшебное стечение обстоятельств? Или это все-таки упорный труд в первую очередь? Или мама. Это мама. Мама фигурирует да, везде. Труд он есть. Вот мы сейчас хотим задать тебе вопрос о личной жизни. Я надеюсь, что ты там не будешь говорить про маму, потому что Нет, все-таки нет. есть другой вопрос. Есть ли избранник? Есть. Сейчас многие мужчины, наверное, Сердца просто взяли и разбиты. выключили радиоприемники. Кто он? Ну, то есть это Ну, из да. творческой тусовки Нет, человек. нет. Чем он занимается?
Бизнесом. Имя. Нет! Пока рано. Фамилию. Явки, пара. Что за бизнес? Ну... Хорошо, творчество твое не мешает личной жизни? Пока еще нет. Нет, Пока просто у нас еще многие нет. мужчины, они достаточно ревнивы. Вот. Да. И да. когда девушка постоянно на виду, когда она является медийной личностью, вокруг нее очень много мужчин, люди начинают Я- нервничать. Понимаю, но все-таки я думаю, здесь доверие играет главную роль, да. Вот. Доверие играет главную Какая роль. ты хорошая. Какая ты молодец. Нет, это здорово, правда. И мы поздравляем твоего молодого человека с тем, что ты ему... С тем, что вы вместе. Ему несказанно повезло, скажем так. Это точно. Смущали, застеснялась. Да, Мина, смотри, то есть перед тем, как попасть на большую сцену, я так понимаю, у тебя не было особых каких-то связей, ну, может быть, были Нет. какие-то знакомства. Насколько сложно пробиться вот на Олимп музыкальный, не имея каких-то связей? Мне это далось очень легко, прям очень легко, потому что я, грубо говоря, прославилась с первой своей песни. Что за Айор. песня? Ага, Айор, да. Айор, да. Тогда, знаете, как это получилось? У меня был спор с мамой. Я тогда танцевала, мне мама говорит, то ли ты будешь танцевать так, что ты станешь знаменитой, в смысле, ты станешь солисткой этой группы, где ты танцуешь, или же ты выходишь оттуда и начинаешь петь. Ну, чтобы тебя все знали, чтобы Мгм. твое имя прославилось. Я там немножко постаралась, но это же ансамбль, это группа. Все равно одна, именно мое имя оттуда не выйдет. Да. Я немножко постаралась, я там... В плане стала танцев что-то- ты имеешь в Да, виду? в плане Ага. танцев. И у меня не получилось. Ну, я была солисткой, просто мое имя, оно не вышло. И мама тут мне говорит, ты запишешь одну песню. И у меня с мамой такой спор был. Я запишу всего лишь одну песню. Если я с первой песни не прославлюсь, то я дальше иду танцевать. Если с первой песни меня все узнают, то хорошо, я буду петь. А до этого я не занималась вокалом. В смысле, я знала, я была уверена, что у меня нет голоса, что у меня ничего не получится. Я так пошла, зашла в студию, просто так вот спела то, что мне дали текст, я ее спела. Мы оттуда вышли, я должна была этот звук получить, чтобы дома репетировать. Про то, что я спела там, Мгм. черновую. Мне звонят, говорят, что песня уже готова. В смысле, ты То её есть вот этот исполнила? черновик, который Да, ты записала? Я записала черновик, мне позвонили, сказали, что это готовая песня, ты можешь ее уже выпустить. Как раз это был уже под Новый год. И вот мама вышла через какие-то связи, там меня подключили на эту новогоднюю программу, и я вот пошла туда, спела, и все. Где было это первое выступление? Это первое выступление, оно было, съемки были новогодние в Окей-баре. Окей, бар. Да. Ага. И вот я там спела, съемки вышли, Новый год был, съемки вышли, после этого уже, Проснулась знаменитой. да, я утром просыпаюсь, я думаю, мам, я еще, все же я еще год танцевала. У меня были даже такие моменты, я очень люблю танцевать, были такие моменты, меня приглашают на свадьбу петь, и мою группу, где я танцую, и эту группу также приглашают туда станцевать. Получается так, что я выхожу, я пою, потом обратно захожу, переодеваюсь, одеваю костюмы и выхожу с группой танцевать. Где-то 2-3 свадьбы мы так провели, потом надо мной просто начали смеяться. Почему? Почему? Ну, в смысле, ты выходишь, поешь, а потом ты идешь среди девчонок, где-то там сзади танцуешь, впереди танцуешь. Почему бы нет? Для меня тоже казалось, почему бы нет, но просто начали уже насмеивались. Насмешки пошли. Да. Если выбирать, понятно, если между пением и танцами, ты, наверное, все-таки предпочтешь танцы. Сейчас я уже думаю не так, как я уже привыкла к тому. Я вот сколько лет я уже? 7 лет как не танцую. Нет, дома бывает, я иду для себя там репетирую, но все же больше я привыкла. После эфира здесь покажешь что-нибудь? Какой? Конечно. Птибатман? Да. Я Первый была какой-нибудь. балериной. Я же закончила хореографический колледж. Вот он, все пазлы Будут сошлись. танцы. Да, а если выбирать между все-таки вот твоей страстью танцы Мгм. и юриспруденция? Юрист. Все-таки юрист. Да. Танцующий, поющий юрист. Это ж хорошо. Я даже представляю, как ты в суде кого-то будешь защищать. Там, сейчас, подождите, там растяжечка.
Да-да-да, примерно вот так вот. Ну, что касается известности, насколько сложно вообще это переживать? То есть вот ты проснулась после вот этого, после этих съемок, когда в эфир программа вышла, да, тебя стали узнавать. То есть поначалу, да, наверное, это льстит, это прикольно, это здорово. Но а как потом с этой известностью жить? Сложно? Не надоедает, что вот постоянно подходят, фоткаются? Нет, не надоедает. Нравится. Не то, что... Нет, если много ты будешь выходить там на публику, да, я думаю, что это будет уже надоедать. Каждый раз, каждый день. А если ты будешь прятаться? Где ты прячешься? Я дома прячусь. Хожу в заведения, но такие, где мало народу или где кабинки. А есть в городе какое-то любимое место такое, знаешь, как место силы, где тебе комфортно, где ты, правда, далека от других людей? И вот... Сейчас пропиарим какое-то место. Нет, я не знаю, может быть, это парк какой-нибудь, дома. Дома, да. Дома все-таки хорошо. Комфортно, уютно, и мама рядом. Мама. Итак, друзья, еще раз напоминаем, что у нас сегодня в гостях поп-исполнительница Мино. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать ей, прислав сообщение на Viber 28-40107. Мы сейчас вынуждены прерваться, но ненадолго оставайтесь с нами. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 Кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Бишнау эҳсоснamo бирақс радио Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
Бишнау эсосному Биракс Радио Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс ва Орион Бонк тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 Кохи Суруш. шарики кул Орион Бонк. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award тантанаи ҳунар. Время в столице 9:47. Это утреннее камбэк-шоу на радио Азия Плюс. Дарья Христолюбова и Бахан Назарбаев в студии. У нас сегодня гости, если вдруг кто еще не в курсе. Это поп-исполнительница Мино. Говорим мы сегодня о творчестве, о личной жизни, о предстоящем концерте, который, кстати, состоится уже 11 числа. И Мино будет исполнять одну из 3 песен номинантов, за которую получат заветную статуэтку. Мино, есть ли у тебя уже какие-то награды, признания? Есть. Что это? Мне нужно на эти фотки посмотреть. Что-то где-то мне вручали. Нет, Вот их я много. очень надеюсь, что их про много. Tarona Music Award ты не забудешь. Нет, их много. Я сейчас, и если я так вспомню все, я перечислю. Лучший клип года был. Это по Песня версии года. Тому Шоу. Это не по версии Тому Шоу, нет, по версии Тому Шоу, по-моему, песня года была. Песня года. Песня года была. Потом, Суруди Соул, все это. Их несколько. Перечислить, я знаю точно. Клип года, песня года. Всё. Что-то еще года. Что-то еще года, да. Их много. Было что-то прекрасное. А вот, кстати, что касается клипов, сценарии обычно для них кто пишет? Сценарий у нас, сейчас я вам скажу, Мейроб Мирзо. Я с ним работала, у меня был последний клип. Вот я с ним, мы поработали. Очень хороший, кстати, получился на песню «Бигу-бигу». «Бали-бали». Прошу прощения. Там были 2 одинаковых слова, да, мы поняли. Песню «Бали-бали». Вот он мне сценарий писал на этот клип, а остальные иногда мне мама. Я же говорю, мама. Везде мама. Такая творческая, да. Всегда У нее предлагает больше какие-то интересно, идеи. чем у меня. А творчество. мама не поет ни на Нет. сцене, нигде? Нет. Вот смотри, по поводу клипов, давай все-таки к ним вернемся. Очень часто у нас в Таджикистане у исполнителей в клипах происходит то, что
есть в песне, да? То есть, условно говоря, вот весь ряд, он просто переносится в вид Иллюстрация, картинки, да. иллюстрация. Да. То есть показывает все, что поется в песне. Во многих западных странах от этого уже отошли, как бы, да, то есть совершенно картинка отличается от смысловой нагрузки, то, что в тексте. Не связанные вещи. Да, абсолютно не У меня связанное. есть такой клип. Что это за песня, что за клип? Вот, я же говорю, последний мой клип «Бали-Бали». Там идет все про любовь, но в клипе я играю роль киллера. Вот. Так, Я там интересно. убиваю. Еще одно амплуа. Вот как твои слушатели, зрители восприняли вот эту вот интерпретацию совершенно иную по поводу клипа? Было круто, всем понравилось. Понравилось? Да. То есть нет ли теперь в планах вот вообще вот в таком направлении пойти? И я думаю, я хочу сыграть в фильме. В каком? В Ну, смысле, есть таком, предложения уже какие-то? Были предложения, я, правда, отказалась от них. Не мое, я хочу в роли такой хулиганки. Гангстер. Да. Все-таки мнение, которое о тебе ходишь, это такая пацанка, оно в тебе хочешь где-то его где-то там внутри подтвердить? есть. Я вот, когда я вижу эти камеры, все, я превращаюсь в эту хулиганку. Как отхожу, все, я вся та же милашка. А что за предложение было в фильме, что где-то отказалась? Фильм, там просто сценарии были, ну, не для меня. Мне не понравилось. Сюжетная линия не понравилась? Да, сюжетная линия и именно моя роль. Характер, Там, образ. да, характер, образ, да, не мою. А почему ты не сказал, давайте там перепишите сценарий под меня? Там, Или я типа, другую я сыграю другую роль. могу роль сыграть. Это же можно, в принципе, было Вот сделать. для этого ты должна еще спонсировать этот фильм. А, где? Такой маленький нюансик дополнительный всплывает. Вот мы и подошли к Да. самому интересному. Мы-то думали, Когда всё ты так наоборот. говоришь, они тебе потом говорят, тогда проспонсируют этот фильм сама. И появится вот, новая да, героиня, да? Мино, смотри, на Западе очень часто звезды зарабатывают тем, что продают свои альбомы, за счет концертов они зарабатывают. Как у нас дела с этим обстоят? В Таджикистане У на нас чем зарабатывают звезды? Чаще всего. На свадьбах. На свадьбах. Такие локальные да. выступления. Да. Как с Это этим бороться? это- Как приучить Я не людей? знаю, у нас почему-то вот это вот не продвигается. А не ты- знаю почему. Ты бы хотела, чтобы Конечно. зарабатывать больше там, с альбома, с продаж альбомов, с Конечно, концертов, конечно, нежели да. с свадеб? Да. Сколько стоит одна свадьба? Это обязательно? Нет, не обязательно, просто интересно. Потом за эфиром тебе Мино расскажет. Я так понимаю, ты тоже хочешь теперь, да, выступать на свадьбах? Я теперь, да, потому что, учитывая там, что наши звезды могут позволить себе там дорогие иномарки, я думаю, что неплохо на свадьбах все-таки заработать можно. У меня нет машины, кстати. Вот. Пешком пришла. На такси. Почему нет машины? Не люблю. Ну, я не Водить люблю. не хочешь? Водить не хочу, да. У меня с детства не было такого. Ну, желания. хорошо, а как же там, допустим, есть такая фишка, как личный водитель? Есть, когда он нужен, да, я могу позвонить, они приезжают. Но тут прям постоянного нет. Они приезжают, ты посмотри, А, то там, есть он и видимо, один. целая очередь уже. Ну, есть, выстроилась. да. Итак, сейчас мы давай поговорим немножечко про Taroona Music Award. Твои ожидания от этой премии? Я не знаю пока чего ждать. Я прям в предвкушении. Когда тебе не предложили, а когда тебя выбрали, номинировали, ты как сразу Я сказала, сразу согласилась, да. Рада, я Мне рада или когда не еще рада? режиссер позвонил, еще объяснил все, я вообще была в шоке. Я вот теперь жду, не дождусь этого концерта. Мы вот тоже, кстати, в ожидании 11 декабря все это сотворится в киноконцертном, да, просто в концертном зале, конечно же, Кохи Суруш. Будет здорово, будет весело, подготовка активная. Я прям жду. Серьезно? Да. Ага, отлично. Так, теперь вот еще какой момент. То есть, окей, у нас ситуация сейчас пандемии вроде как наладилась, по крайней мере, у нас в стране. И какие у тебя ближайшие творческие планы, помимо того, что вот 11 числа ты будешь выступать на этой замечательной премии? И я вот хочу сольно свой концерт именно в Душанбе. В начале следующего года уже. Да, уже. Мама уже готовится? Пока что нет, нужно договориться, потому что все же мы должны сначала провести Новый год, потому что до сих пор еще неизвестно, даже вот эти корпорации, дадут ли разрешение на это из-за пандемии, все равно неизвестно. Угу. Корпоративы, Таких, да, да, вот эти вот? планов сейчас строить, думаю,
Если я сейчас буду на все это тратиться, а потом скажут, все, отмена, и все. Будет очень-очень Будет- обидно, будет да. обидно. Мино, вот смотри, вот возьмем такую ситуацию, которую, конечно, сложно представить. Мама в какой-то день приходит и говорит: слушай, доченька, я устала, давай дальше сама. Будешь У продолжать? нас уже этот разговор был, да. И я продолжаю. А, правда? Мама Да. уже не столь активна, как раньше. Теперь больше Да, нагрузки да, на тебя да. падает. Ну, мне кажется, мама достигла результатов, да, то есть она сделала из Мино Да. звезду. Она очень сильно потрудилась. Думаю, я тоже иногда сижу, думаю, пусть она лучше отдохнет, я сама немножко побегаю. Да, как маму зовут? Олам. Олам. Олам, спасибо вам большое за то, что вы взрастили звездочку, такую, которая сейчас сидит у нас в эфирной студии, которая находится у нас в эфирной студии, и за которая будет у нас выступать 11 числа, и у которой сольный концерт совсем скоро состоится в Душанбе. Но перед концертом мы обещаем, что мы позовем тебя в гости, для того, чтобы ты в эфире еще раз напомнила про свой концерт сольный. Все, без проблем. Айджон, я тебя люблю. Какая милота! Кстати, а мама когда-нибудь с тобой говорила на эту тему, когда ты станешь известной, если ты станешь известной, что нужно все-таки вести себя так же, как и раньше? Нет. Не было таких Такого не разговоров. было, нет. То есть она априори знала, что ты останешься такой же, как и была. Думаю, да. Всегда Родители мамы всегда знают да. лучше, конечно. Время в столице 9:55. Это, к сожалению, говорит о том, что нам нужно попрощаться с тобой. Но мы обязательно тебя еще в гости пригласим, и ты же с удовольствием придешь, да? Да, конечно. Все. Всё решили за Мино. Да, мы с тобой особо не прощаемся. Почему? Потому что 11 числа мы с тобой увидимся на сцене Кохи Сурош. Обязательно. Да. Спасибо тебе большое. Напоминаю, что у нас в Вам гостях спасибо. сегодня была поп-исполнительница Мино. Оказывается, гуляют такие стереотипы, что она такая как пацанка, хулиганка. Но нет, это классная девушка, хороший человек. И мы в этом убедились. Спасибо, Мино, большое. Мы тебе желаем творческих спасибо. успехов. Спасибо. Я, кстати, не удивлюсь, что 11 декабря Мино будет не только петь, но и танцевать. И Поэтому... врежет еще кому-нибудь с ноги. Не под эту песню. Не под Не это. под эту. окей. Под эту песню никак. И юридическая лекция будет тоже уже под другой трек. Кстати, я представляю, что пойдет какая-то, не знаю, глава кодекса, положит ее на песню, на музыку точнее, и появится какая-то новая вещь Ну, интересная. я думаю, весь уголовный кодекс можно переложить на песню. Мина, вот тебе пища для размышления. Да, пока фантазируй на эту тему, думай, что будет в клипе, потому что без клипа никуда. Да. Творческих успехов. всего только Спасибо вам самого большое. хорошего. Спасибо за приглашение. Очень было приятно с вами познакомиться. Взаимно. Провести этот час. Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо Спасибо большое. взаимно, но, естественно, мы прощаемся под твою песню. Всем желаем отличного дня, чудесного настроения. Любим, целуем, пока. Счастливо. Азия Плюс ва Орион Бонг тақдим мекунанд. Tarona Music Award 2021. ҳодисаи деринтизор. Хотирмону шавқангез. баъди чанд соли таваққуф мо бармегардем. 11 декабр соати 16 Кохи Суруш. шарики кул Орион Бонг. Шарики расмӣ Мармари. Tarona Music Award. Тантанаи ҳунар.